Это вечерние новости. Студия Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. «Газпром» планирует подать газ в 30 населенных пунктов Якутии. Власти региона рассматривают программу газификации до 2025 года. Как обстоят дела с ремонтом дорог в Якутске, где сейчас укладывают асфальт и когда подрядчики должны завершить работы? Учеников начальных классов Якутска начали кормить бесплатно. Что входит в меню? «52 случая COVID-19 выявили за сутки в Якутии. Об этом сообщили в региональном оперштабе. 25 заболевших в Якутске, 9 в Мирнинском районе, по 3 в Нерюнгринском и Хангаласском, по 2 случая в Верхневилюйском, Намском, Среднеколымском и Татинском районах. Также по одному заболевшему выявлено в Алданском, Амгинском, Нюрбинском, Амьякунском районах. 51 человек в республике выписан после полного выздоровления от коронавирусной инфекции за минувшие сутки. За весь период пандемии побороть COVID-19 смогли более 5800 пациентов. За сутки в Якутии от коронавируса скончался 1 человек. «Газпром» планирует подать в газ в 30 населенных пунктов Якутии. Власти республики рассматривают программу газификации Ленского, Алекминского, Алданского и Нерюнгринского районов до 2025 года. В частности, речь идет о населенных пунктах, которые расположены вдоль магистрального газопровода «Сила Сибири». Это позволит значительно снизить затраты на проведение необходимых работ. Напомним, в общей сложности «Газпром» планирует направить на газификацию регионов России 526 миллиардов рублей. Сезон дорожных работ продолжается в Якутске. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году отремонтируют 23 километра дорожного полотна. На эти цели предусмотрено 1,5 миллиарда рублей. В список вошли улицы Воинская, Кеши Алексеева, Петровского, Свердлова и другие, а также обустройство кольцевой развязки Гимиин на пересечении Сергеляхского шоссе с улицы Якова Потапова. Сейчас работы по укладке асфальта идут по улицам Воинская и Курашова. Все работы в Якутске должны быть завершены до конца октября. В главстрое отметили, что дорожные работы в столице выполнены на 70%. Из 28 объектов, получается, на текущую дату 16 объектов уложено полностью асфальтом покрытие верхнего слоя. По 7 объектам уложен нижний слой асфальтового покрытия. И по 4 объектам готовится основание для укладки асфальтобетонного покрытия. Без асфальта у нас это 4 улицы Кеши Алексеева на участке от Чайковского до Лермонтова, Гимиин, Круговая Рязанская и Садухина-Пирогова. Учеников начальных классов Якутска начали кормить бесплатно. В этом году горячим питанием обеспечат 62 тысячи младшеклассников. Как организована работа школьных столовых в период пандемии и что входит в меню, в материале Дмитрия Тымырова. Прозвенел звонок, учащиеся 1 А класса школы номер 5 города Якутска собираются в столовую. Ребятки, складываем свои вещи и подходим ко мне. Берем салфеточки. Так. Вытираем ручки, выбрасываем, все знаем. Между тем в столовой для них столы уже накрыты. Сегодня в меню морс, каша, булочки и слива. Так как мы учимся в 2 потока, то и питание организовано в 2 потока с соблюдением всех эпидемиологических норм. То есть ребята обрабатывают руки или моют руки, и мы группой заходим в столовую. Это 1 поток, потом эти дети кушают, они уходят домой после уроков и приходят на учебу 2 поток, и 2 потоком они точно так же полкласса кушают. В 5-й школе работает столовая полного цикла, то есть еду школа готовит сама. У нас есть утвержденное 24-дневное меню. Полностью мы готовим здесь. Вот с этого года у нас 75 рублей 79 копеек. Со 2 сентября мы начали уже кормить детей. У нас есть график питания каждого класса. И мы к каждому времени мы накрываем столы, они пошли, покушали спокойно. Сами же школьники отмечают, что еда в столовой очень вкусная. Вкусно. Что там дают? Суп дают. Еще булку. Очень вкусная котлета с гречкой. И очень вкусная слива. Вчера давали гороховый
суп вкусный. После каждого приема пищи работники столовой проводят санобработку всех мест, а также ионизируют воздух. У нас пока посуда одноразовая. А так, если что-то используем, посуду обрабатывается после первой смены, после второй смены. Между приемами пищи, заходами мы тоже обрабатываем. Обязательно столы обработка идет, полы протираются. Подключается обработка воздуха идет. Между тем, как отметили в столичном управлении образования, в школах города Якутска питание организовано несколькими формами. Питание у нас в городе организовано 6 организаторами питания. И в 6 школах у нас питание осуществляют сами школы. И в 6 школах у нас буфетная система. В региональном министерстве образования сообщили, что по республике более 70% школ горячее питание готовят сами. То есть у них имеются столовые полного цикла, как это было показано на примере 5-й школы Якутска. Между тем, некоторые школы Якутии все же остаются без горячего питания. Но это связано с формой организации учебного процесса. Но сегодня у нас в республике дети обеспечены горячим питанием во всех школах, за исключением тех школ, где, температурный режим не позволяет начать учебный процесс, либо модель образовательного процесса предполагает дистанционные формы обучения. То есть индивидуально по каждой школе своя система образования сейчас, и в зависимости от этого учебного процесса организовано питание детей. Отметим, что объем финансирования на организацию горячего питания младших школьников республики в этом году составило более 450 миллионов рублей. Дмитрий Тымыров, Григорий Охлопков, Якутск. 14 водоочистных сооружений ввели в эксплуатацию в Вилюйской группе районов. На днях генеральный директор Фонда будущих поколений Владимир Егоров посетил водоочистные сооружения в Сунтарском и Нюрбинском районах. Подробности далее. Во исполнение послания главы региона целевым фондом будущих поколений была проведена колоссальная работа по обеспечению населения Вилюйской зоны чистой питьевой водой. Это проведение геолого-разведочных работ, строительство и реконструкция водозаборных и водоочистных сооружений, приобретение и установка модульных водоочистных станций, приобретение спецтехники для обеспечения населения питьевой водой. В 14 сейчас уже введено в строй водоочистных сооружений. Получается, что данное, например, водоочистное сооружение на 50 кубометров в сутки. И, в принципе, сейчас население, я проехался по Сунтарскому району, начинает пользоваться. В декабре 2019 года в селе Кюндядя Нюрбинского района была установлена модульная водоочистная станция мощностью 50 кубометров в сутки. И с марта 2020-го жители села пьют очищенную, отвечающую требованиям Санпин воду. С открытием этой водоочистительной станции очень повезло. Пьем чистую воду, и еще самое главное, дешевая очень. На вкус и качество жалобы нет. Жители все довольны, и все они будут, наверное, со мной согласны. В Нюрбинском районе, кроме водоочистной станции, установленной за счет целевого фонда, в ряде муниципальных образований Мархинского Куста также установлены станции очистки воды. Во всех этих наслегах установлен единый тариф – 1,5 рубля за литр очищенной воды. Предприятия, которые занимаются очисткой воды, исходя из того, сколько у них затраты, возмещаем их расходы. Поэтому на каждую станцию уходит от 1 миллиона до 2 миллионов, исходя из того, сколько они воды реализовали населению. Помимо водоочистных станций, за счет целевого фонда будущих поколений проводится мониторинг состояния поименных экосистем реки Вилюй и ее притоков, научная обоснованная оценка состояния здоровья населения, проживающего в бассейне реки Вилюй и ее притоков, с разработкой комплекса медико-социальных мероприятий по оздоровлению и оценка возможности обеспечения альтернативными источниками водоснабжения населенных пунктов в долине реки Вилюй и ее притоков. Исполнителями научно-исследовательских работ по этим 3 направлениям являются научно-исследовательский институт прикладной экологии Севера, медицинский институт ЦВФУ и институт мерзлотоведения. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Нюрбинский район.
Делегация Якутии почтила память бойцов, наших земляков, героически погибших в годы Великой Отечественной войны в битве за Москву. Церемониал прошел у памятного знака в деревне Ельня Московской области. Патриотическое мероприятие посетила и моя коллега. Все подробности в материале Айсены Бурнашовой. Очень приятно, когда каждый год неоднократно делегация Саха-Якутии прибывает сюда, чтит своих земляков, которых память мы храним здесь дружно. В годы Великой Отечественной войны здесь располагался передовой рубеж Можайской линии обороны, которая защищала западные подступы к столице. В октябре 1941-го в районе Ельни шли ожесточенные бои. Более 2000 сынов Якутии доблестно сражались в рядах 5-го Сибирского 4 кавалерийских полков и 32-й Сибирской стрелковой дивизии. Солдатам не суждено было вернуться на родную землю, бойцы стояли насмерть. Но память о них будет жить вечно. Правительством республики здесь был установлен мемориальный знак. Это самые надежные бойцы, это были действительно якутяне. И самый меткий стрелок, и самый верный друг. И ни один русский солдат шел и не боялся, что за его спиной кто-то ему может выстрелить в спину. Здесь был сосредоточен главный удар немецких войск. В атаку шли самые боеспособные части противника. Красноармейцы уступали по численности, но все же сломили фашистов не прошла. Даже моторизированная дивизия СС «Райх». Ценой 1000 жизней здесь было остановлено гитлеровское наступление на Москву. Сегодня почтить память земляков и возложить венки и цветы к мемориалу приехали якутяне из разных уголков республики. Меня переполняет чувство гордости за наших солдат-якутян и радость от того, что их помнят, не забывают. Это самая большая радость, которую я сейчас чувствую. На Можайской земле дважды шли судьбоносные для страны битвы в 1812 и 1941 году. Это сражение и на багратионовых флешах, и на полях с войсками вермахта. Дух победы витает здесь над каждым метром. Якутяне в составе Красной армии мужественно защищали можайские земли и первыми приняли бой с фашистами. Солдаты навсегда вошли в историю обороны столицы нашей Родины. И сейчас наша общая задача – сохранить память о подвиге наших предков и помнить, как ковалась Великая Победа. Наши земляки все больше и больше вовлекаются в это патриотическое движение, потому что сегодня мы все чувствуем, что патриотизм – это не просто интерес к истории, это не просто какие-то воспитательные моменты. Патриотизм – это состояние нашей души. Патриотизм – это гарантия свободы и безопасности нашего государства и общества. Айсена Бурнашова, Джур Березкин, Ельня, Московская область. Световое шоу состоялось в Санкт-Петербурге в честь 75-летия окончания Второй мировой войны. В ночное небо над северной столицей одновременно поднялись 2200 дронов. Беспилотники были запущены со стадиона Петровский. Во время светового представления они выстраивались в различные фигуры, создавая живые картины, которые напоминали о великом подвиге советских солдат. Стоит отметить, что все беспилотники производятся и собираются в Санкт-Петербурге местными специалистами. Рекорд действительно мировой. Он будет зафиксирован специальными представителями книги рекордов. И предыдущий рекорд был зафиксирован в Соединенных Штатах Америки. Там ввысь поднималось 2018 дронов. У нас, мы очень надеемся, будет 2200. Сотрудники библиотеки «Смарт» в Якутске присоединились к всероссийской акции «Сохраним лес». По всей стране люди высаживают деревья во дворах жилых домов, в парках и на улицах. Цель акции не только сделать города красивыми, и зелеными, но и рассказать людям о значении леса в жизни человека и о важности его сохранения. Как высаживали деревья библиотекари в Якутске, расскажет Александр Хавренко. Лопаты, ведра, саженцы и море энтузиазма. Вот и все, что потребовалось работникам смарт-библиотеки, чтобы сделать нашу планету чуть-чуть зеленее. В этом году придумали такой экологический проект «Защитим нашу планету». В рамках этого проекта мы предусмотрели акцию, которая будет происходить в сентябре «Посадить дерево». Мы решили озеленить прилегающую территорию нашей библиотеки. И недавно услышали про то, что стартует такая общероссийская кампания по озеленению
по сохранению лесов, по восстановлению лесов. Сохраним лес. И мы решили с удовольствием принять участие тоже в этой акции. И за счет посадки деревьев приумножить зеленую составляющую нашей планеты. Также акцию поддержали и в дирекции биологических ресурсов и особо охраняемых территорий Якутии. Вообще акция эта направлена на сохранение и распространение знаний среди населения о значении леса и также направлена на озеленение населенных пунктов. И мы очень рады, что библиотека присоединилась к данной акции, мы с ними давно уже сотрудничаем. И мы очень рады тому, что теперь у горожан появится еще одно место, надеемся, что березки приживутся, где они смогут проводить время и любоваться красивыми большими березами. Для того, чтобы посадить деревья правильно, чтобы они прижились и не погибли, сотрудники библиотеки обратились за помощью к якутскому лесничеству. Лесники не только показали мастер-класс по посадке, но и в подарок привезли несколько саженцев сосны. Во-первых, время надо выбрать. Весной, в мае месяце, пока вегетационного периода нет. И осенью, после 1 сентября. В первую очередь надо площадку сделать и почву хорошую. Там, чтобы перегной был, чернозем был. А то в песке береза не выживет. Ствол дерева, шейки корня надо оставить открытым. Эта акция не одноразовая. Сотрудники библиотеки планируют каждый год увеличивать количество саженцев и деревьев и призывают всех, кто хочет сделать наш город красивым и зеленым, присоединиться. Александр Хавренко, Григорий Охлопков, Якутск. И к новостям спорта. Мужская сборная России по биатлону приедет на сборы в Алдан. Об этом сообщил главный тренер Валерий Польховский. Тренировки начнутся с 12 октября. Главный тренер сборной России по биатлону отметил, что условия в Алдане отличные. Команда провела в Якутии много сборов. Валерий Польховский также добавил, что Александр Логинов и Матвей Елисеев в Якутию не приедут, так как у них другая программа. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Еще больше новостей на наших официальных сайтах як24.ру и nvk-online.ru. Не переключайтесь.